Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Программа переселения из аварийного жилищного фонда 19-25 годов – масштабный проект, который кардинально меняет качество жизни людей. И он находится на финальном этапе. Каковы итоги выполнения программы и как в дальнейшем будет вестись работа по расселению аварийного жилья, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Владимир Трегубов, генеральный директор дирекции жилищного строительства Республики Саха. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Программа по переселению из аварийного жилья, как оказалось, уже подходит к концу. Расскажите, пожалуйста, каковы ключевые итоги ее на сегодняшний день? Да, действительно, программа переселения 2019-2025 года находится на своем финальном этапе уже. Если говорить, конечно, о цифрах, это огромный объем работы, проделанный за эти годы. Накопительным итогом уже переселены 50 170 человек, из почти 928 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это масштабный проект, который кардинально меняет, конечно, жизнь наших горожан к лучшему. Ну, а если мы говорим о работе, которая была проделана в этом году, сколько домов уже сдано и что еще впереди? Ну, в этом 2025 году мы уже ввели в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. До конца года планируем переселить 4630 человек из почти 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья. То есть работа ведется очень интенсивно. Но мы же здесь говорим о том, что не только в столице республики ведется работа, но и также в районах Якутии. Да, действительно, эта программа задействована не только по городу Якутску, а также по всей нашей республике. А вот если мы говорим о том, что работы по плану подходят к своему завершению, значит ли это, что от графика не отстаем? Действительно, есть, конечно, определенные сложности. И запланированных за период этапа 2022-2024 годов это 215 многоквартирных домов. К сожалению, на сегодняшний день остаются невведенными еще порядка 44 объектов. Да, конечно, работа нами проделывается вся возможная в этом направлении. Объекты невведенные потихоньку сокращаются. Конечно, нужно нам побыстрее, чтобы это все сделалось и не осталось невведенного жилья. Поэтому все возможно мы для этого делаем. А вот если случается такая ситуация, когда строительство какого-то объекта отстает от плана, вот как быть с теми, кто входит в программу по переселению? Им дают маневренный фонд для того, чтобы они жили там до тех пор, пока не построят их новый дом с новыми квартирами, или как действовать в таких ситуациях? Ну, вообще люди выбирают способ переселения. Либо это новостройка, приобретаемая у застройщика, либо это вторичное жилье. Но однозначно, конечно, люди, на мой взгляд, выбирают, конечно, способ это новостройка. Конечно, людям хочется въехать в новое жилье, которое только построено. Которое им только будет принадлежать, Да. в общем-то. С какими трудностями сталкивается у нас республика при реализации этой программы? Ключевая проблема на сегодняшний день – это, конечно, значительный дефицит финансирования. Общая стоимость программы составляет почти 120 миллиардов рублей. Из этой суммы на сегодняшний день дефицитом остается 24,9 миллиарда рублей. Возникший дефицит, конечно, действующей программы создает угрозу непереселения порядка 153,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ну, получается, что цифры довольно-таки большие, но в целом ваша дирекция с этим справляется. Какие пути решения проблемы можете предложить? Вообще, с самого начала программы, мы информируем федеральный центр об этой проблеме с самого начала. Также благодаря совместной работе с Минстроем России, с Фондом развития территорий, данный дефицит удалось сократить на 8,3 миллиарда рублей. Так, к примеру, дефицит составлял 33,2 миллиарда рублей, то в этом году уже составил 24,9 миллиарда рублей. Кроме этого, конечно, проделывается очень большая работа, как непосредственной главой нашей республики Александром Сергеевичем Николаем, правительством республики. Делается все возможное для того, чтобы данный дефицит был покрыт. Также, еще раз повторюсь, проходит работа с Министерством строительства Российской Федерации, с Фондом развития территорий, в общем, чтобы нам
можно было покрыть данный дефицит и, соответственно, чтобы все наши граждане переехали из ветхого аварийного жилья. Ну, соответственно, прогнозы такие, что, возможно, в перспективном будущем программа будет продолжена. Да, на сегодняшний день Фондом развития территории уже утверждены лимиты финансирования на 2025-2027 год. Объем средств на эти цели это порядка более 25 миллиардов рублей, а точнее это 16 миллиардов это Фонд развития территории и 9 миллиардов это софинансирование с бюджета республики. Так, примерно на 2025 год мы должны подать заявку до 1 октября на 3,3 миллиарда рублей с освоением данных средств уже до 1 декабря текущего года. Владимир Владимирович, вот вы сказали, что если есть те люди, которые участвуют в программе по переселению из ветхого аварийного жилья, чаще предпочитают новостройки. Хотя на самом деле им могут предложить и вторичное жилье. А ведь есть же такой еще способ, когда они просто получают сумму денег и расходуют эти средства по своему усмотрению. Да, действительно, и такое есть, как бы законом не запрещается. Но я еще раз повторюсь, вот, ну, судя по фактам, то, что мы имеем на сегодняшний день, большинство, конечно, это выбирает строительство новостройки. Ну и также есть люди, которые изъявляют желание перебраться с улусов нашей республики, так сказать, в столицу республики, в город Якутск. Это тоже не запрещается, ну и рассматриваются тоже такие варианты. Но если, например, у нас есть граждане, у которых жилье признано в пределах аварийным, в пределах нашей республики, имеют ли они право перебраться, например, в другой регион страны? Ну, здесь, конечно, как сказать, люди, когда переселяются, конечно, кто-то хочет уехать, да, но когда получают, так сказать, новое жилье, многие хотят, ну, так сказать, остаться, пожить, да. Кто-то, допустим, получает жилье, пожив, потом начинает продавать его и перебираться куда-то, ну, куда им больше, так сказать, нравится, хочется. Но преимущественно, конечно, программа переселения это идет все-таки у нас на территории республики. Давайте поговорим еще вот о чем. Как будет идти работа по расселению жилья, которое было признано аварийным после 2017 года? Ну, здесь я вот еще раз повторюсь, то, что сейчас Фондом развития территории уже доведены, утверждены, точнее сказать, лимиты. Для получения их это нам нужно, соответственно, будет подать заявку до 1 октября, что сейчас дирекции совместно с Минстроем, ну и со всеми заинтересованными все это делается, да. И, соответственно, будет вообще на 2025-2027 года привлечено порядка чуть больше 25 миллиардов рублей. Ну, из которых, соответственно, 16 миллиардов это средства фонда, 9 миллиардов это софинансирование республики, ну, бюджета республики. Ну и, соответственно, сейчас готовится уже заявка, она должна будет податься со всеми документами до 1 октября. И, соответственно, данную денежную сумму в размере 3,3 миллиарда рублей мы должны будем освоить до 1 декабря текущего года. Ну и, соответственно, приобрести квартиры для наших горожан. Если у наших граждан возникнут какие-то вопросы или им понадобится консультация, куда они могут к вам обратиться, по какому адресу, может быть, есть какой-то единый номер телефона? Ну, граждане, да, вопросы у граждан возникают. Понятное дело, мы стараемся ответить на все вопросы. Вопросы как и относятся к нам, как бы, да, отправляют их на электронную почту, которая есть на сайте дирекции жилищного строительства. Ну и также кто-то приносит, собственно, нарочно подвходящие. На все вопросы, которые возникают у наших горожан, мы, соответственно, пытаемся ответить, где в наших полномочиях, где, понятно, не в наших полномочиях, мы перенаправляем для того, чтобы получить ответ по существу. Ну и дальше направляем уже также по существу ответ нашим гражданам. Словом, работа идет. Работа идет, да, полным ходом, не останавливается. Будем надеяться, что завершите все в срок, и в дальнейшем у вас трудностей возникать не будет. Владимир Владимирович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, поделились важной и нужной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо. Посмотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.